В эфире программа «Социум». В студии работает Нурсултан Джакобеков. Здравствуйте. У нас в гостях два старших прокурора Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Азамат Бостонов и Серджин Камаладдинов. Здравствуйте, добрый день. И тема нашего обсуждения, сразу обделим, это дело Атамбаева. И сразу бы хотел начать с такого вопроса. Как нам всем уже известно, Алмазбека Атамбаева лишили статуса неприкосновенности. На сегодня в обществе обсуждается вопрос, что на него уже возбудили уголовное дело. Скажите, это правда? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Нурсултан. Как всем известно, в 2012 году в нашей республике была объявлена судебно-правовая реформа. В рамках этой судебной реформы, правовой реформы, было принято 5 новых кодексов, в том числе и Уголовно-процессуальный кодекс. Да. Новый Уголовно-процессуальный кодекс, институт поменял полностью слово возбуждение уголовного дела. Если раньше все следственные действия начинались с момента возбуждения уголовного дела, то теперь это не так. Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, все следственные действия, оно называется теперь досудебное производство, проводятся с момента регистрации в Единый реестр преступлений и проступков. В сокращенности это ЕРПП. Соответственно, мы не можем на данный момент сказать, что возбуждено уголовное дело, проводится досудебное производство, проводятся необходимые следственные действия, процессуальные действия, можем сказать. А возбуждением уголовного дела новый Уголовно-процессуальный кодекс полагает, что с момента вынесения уведомления о подозрении, это считается и возбуждение уголовного дела. То есть до вынесения уведомления о подозрении мы не можем говорить слово, что возбуждено уголовное дело. То есть уголовное дело не возбуждено? Да, можем сказать, в рамках соответствия с Уголовно-процессуальным кодексом, уголовное дело считается возбужденным с момента вынесения уведомления о подозрении лица в совершении преступления либо проступка. Депутатская комиссия вынесла заключение о том, что Атамбаев, возможно, причастен к 6 различным делам. Генпрокуратура сократила их до 5. Какие? Перечислите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы правильно сказали, что со стороны специальной комиссии Джоркинеша было выдвинуто в начале 9 пунктов обвинений. По результатам обсуждения Джоркинеша и вынесено постановление было в Генеральный прокурор направлено заключение, состоящее из 6 пунктов обвинения, которые по результатам рассмотрения, по которым было принято решение, что обоснованными признаны 5 пунктов, а именно, это первый пункт, это по факту незаконного выделения земельного участка в селе Койташ Алмединского района, на котором в настоящий момент построен дом Алмазбека Атамбаева. Данный земельный участок был в результате незаконных действий ряда должностных лиц, в том числе акционерное общество ТНК «Дастан», незаконно был передан в собственность Атамбаева от ТНК «Дастан». Второй пункт обвинения – это причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Далее, третий пункт обвинения касается незаконного обогащения Алмазбека Атамбаева в бытность при исполнении его полномочий президента Кыргызской Республики и дальнейшая легализация данных доходов. Четвертый пункт – это причастность Алмазбека Атамбаева к коррупции, имевшей место при реализации проекта модернизации ТЭЦ города Бишкек. И пятый пункт также касается ТЭЦ города Бишкек. Это по факту лоббирования интересов отдельных компаний-поставщиков по поставке угля на ТЭЦ города Бишкек. В обществе и в целом есть люди, которые недовольны тем, что Генпрокуратура приняла решение о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, да, то есть за короткое время. Скажите, как вы прокомментируете данный вопрос и можно ли вообще в целом так думать? В соответствии с законом Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики, в статье 12 конкретно прописана процедура лишения статуса экс-президента. Согласно данной процедуре, Джоркинешем Кыргызской Республики выдвигается обвинение в совершении особо тяжких преступлений и вносит соответствующее постановление и заключение специальной депутатской комиссии, также образованной Джоркинеши. Далее, данное заключение утверждается генеральным прокурором Кыргызской Республики на предмет наличия признаков состава преступления в указанных пунктах обвинений.
То есть Генеральной прокуратуры по результатам изучения заключения депутатской комиссии принято решение о том, что из изложенных 6 пунктов по 5 пунктам усматриваются признаки состава преступления. И дальнейшая виновность либо невиновность будет установлена в ходе проведения следственных действий, которые проводятся в настоящее время. Скажите, пожалуйста, кто будет далее вести, собственно, расследование о причастности Алмазбека Атамбаева к делам, которые перечислил ваш коллега, и, собственно, его обвинению? В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена статья «Подследственность», согласно которому какие именно статьи Уголовного кодекса будут расследовать какие именно органы. Как мы сказали, уже указанные факты были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 319. Согласно статье 153 Уголовно-процессуального кодекса, эта статья относится к подследственности органов национальной безопасности и органов по борьбе с экономическими преступлениями. Но имеется еще также, есть там же статья, часть этой статьи, где указано, что все преступления, которые совершены военнослужащими, расследуются органами военной прокуратуры, следователями органов военной прокуратуры. При этом есть еще полномочия прокурора, который имеет право поручить расследование любого уголовного дела в любой орган в целях соблюдения объективности. С учетом того, что в указанных фактах фигурирует несколько лиц военнослужащих, расследование, проведение досудебного производства по этим делам, прокурорам было поручено проведение его досудебного производства органа военной прокуратуры. На данный момент по всем этим зарегистрированным досудебное производство проводится военной прокуратурой Кыргызской Республики. Теперь Алмазбек Атамбаев, как и любой гражданин Кыргызской Республики, будет нести ответственность за любое свое содеянное дело. Скажите, пожалуйста, если будет возбуждено уголовное дело, его вызовут на допрос? Как уже ранее сказал мой коллега, в настоящий момент проводится досудебное производство. В рамках данных досудебных производств осуществляются необходимые следственные действия. В соответствии с статьей 35 Уголовно-процессуального кодекса следователь наделен рядом полномочий, в том числе допрос свидетелей, проведение других следственных действий, выемка документов и иных. Если следствие сейчас сочтет необходимым, они в соответствии с данными законом полномочиями вправе вызвать Алмазбека Атамбаева на допрос и на проведение иных следственных действий по установлению всех обстоятельств дела. И после проведения данного комплекса следственных действий уже можно будет говорить о возбуждении уголовного, то есть о вручении уведомления о подозрении. И здесь вытекает уже следующий вопрос. Если причастность Алмазбека Атамбаева к этим 5 делам будет доказана, скажите, пожалуйста, какую ответственность он понесет? Если вдруг будет доказана вина совершения, то есть будет собрано наличие достаточного доказательства. При наличии достаточных доказательств следователь возбуждает перед прокурором ходатайство о вынесении уведомления о подозрении в отношении должностного лица. Прокурор, рассмотрев, изучив материалы, в случае достаточных доказательств, прокурор выносит уведомление о подозрении в совершении преступления. Либо прокурор может отказать в вынесении уведомления о подозрении и вернуть материалы для проведения дополнительного досудебного производства. Замечательно. У нас в гостях были старшие прокуроры Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Азамат Бостонов и Сираджиддин Камаладинов. Оставайтесь на Ала-Ту 24.